Казахстан и Южная Корея подписали соглашение о сотрудничестве в финансовом секторе. Согласно достигнутым договоренностям, Отечественный фонд проблемных активов будет взаимодействовать с корпорацией по управлению активами страны утренней свежести. Соглашение предусматривает оказание корейской стороной технической и методологической поддержки нашей республики. По словам вице-министра финансов Берика Шолпанкулова, Казахстан, в свою очередь, проявляет интерес к опыту корпорации по управлению активами в Южной Корее. В этой стране доля неработающих займов не достигает и 2%. Отметим, что по программе обмена знаниями в финансовом секторе Астана и Сеул сотрудничают 4-й год. Нас интересует прежде всего это уже процесс реализации, это детали в части того, что как управлять, как структурировать активы, как их продавать, как помогать не только банковскому оздоровлению банковского сектора, но путем того, что мы выкупаем токсичные активы, мы даем возможность в оздоровлению и предприятий, которые мы выкупили. И как этот процесс, прежде всего, выстроен в системе КАМКа в Корее, которая позволила не только банковский сектор оздоровить, но оздоровить очень много предприятий. Мы надеемся на сотрудничество в различных областях. В частности, Корейская корпорация по управлению активами успешно преодолела финансовые кризисы 1997 и 2008 годов. Имеет опыт упорядочивания неработающих займов и ноу-хау. Надеюсь, что опыт Кореи поможет Казахстану.